хотелось бы познакомить с ярчайшей звездой, я считаю, штаба. Зовут ее Рания, она из Республики Татарстан, еще она преподаватель. И просто посмотрите, если бы я была тогда ученицей в ее классе, господи, может быть, я училась бы лучше. Рания, как ты? Я просто прекрасно чувствую себя на все 100. Скажи, пожалуйста, сколько ты уже ходишь в штаб? Сколько лет, месяцев? Почти год будет скоро, еще 2-3 месяца, и можно отмечать годовщину. Скажи, пожалуйста, что для тебя штаб? Горячий чай, горячий суп и теплые люди. Теплые люди, интересно. Горячими сердцами. А ты здесь уже встретила своих друзей, парня, жениха, родственников? Друзья, да, они как бы прибавились. Их очень много, и они составляют в основном мое окружение сейчас. Ты веришь вообще в любовь с первого взгляда? На самом деле мужчина, бросив первый взгляд на девушку, уже делает определенные выводы. Есть ли будущее с этим человеком или нет. А дальше уже детали. Я считаю так. Скажи, пожалуйста, как ты относишься к махру? Слушай, 3-месячный оклад, мне кажется, для Москвы это мало, во-первых. И во-вторых, что ты желаешь, моя дорогая? Этот вопрос надо спрашивать на протяжении всей жизни, наверное, у своего любимого человека, правильно? Сколько детей планируешь? Слушай, как можно больше. Как можно больше. Должна ли готовить сырники твоя девушка? Ну, если это будет со сметанкой сырники, то, конечно. Да я вообще неприхотливый, на самом деле, в еде. К сожалению, Альбину не переплюнуть. Я, кстати, реально пробовал ее сырники. Да. Это просто шедевр кулинарного искусства. Так, если что, за номером Альбины ко мне обращайтесь. Скажите, пожалуйста, как вы нашли этот балкон? О нем мало кто знает. Нужда заставила. Тут очень горячо, да, вот. То есть такая вот мощная энергия просто витает вокруг, и очень жарко стало, и поэтому я сюда перебрался. Рустам, вы первый раз у нас? Первый раз, да. Как вы узнали о штабе? Увидел в сторис, да, случайно. Абсолютно. Сторис где? В Инстаграме. И как вы поняли, что вы хотите именно сюда прийти? Да, зов предков, наверное, просто. Я из Магнитогорска, но живу в Москве давно. Здесь есть ваши знакомые, друзья, может быть? Да, есть. Назовите их. Знакомые. Айдар, Ильдар, Наиль, Расима. Ни одного русского имени, интересно. Абсолютно, вообще, да. Я удивлен, на самом деле. Вы планируете приходить сюда почаще? Ну, думаю, что да. Почему нет? А кто вы по национальности? Я башкир. Ну, то есть моя мать татарка, а отец башкир. Я сама из Уфы. Я тоже. Да, очень приятно. С какого района Уфы? Советский район. Я тоже. Может, вы мои родственники? Может быть. Потом поговорим. Вот. И у меня брат родной живет. И я, конечно же, ему все это отправлю. И очень хочу, чтобы мы вместе пришли в следующий раз. Еще у меня есть землячки, с которыми мы общаемся. Лиля, Света. Вот их тоже хочу пригласить. Как думаете, какая миссия у штаба? Вот. Я считаю, что объединение, поддержка национального духа, национальных традиций, песен, языка. Какие напутственные слова скажешь для молодежи? Вот сезон начался, столько новых людей сюда ходят. Какие им советы дашь вообще по жизни? Не потерять себя в том смысле, что относиться ко всему с умом и понимать, что наша жизнь, она больше как бы подвязана под тех, кто вокруг нас, условно говоря. То есть это родители. Для меня просто очень важна семья, вот все наши близкие. И кроме них, кроме вот нашего близкого окружения, ну, нет ничего дороже. И самое важное, наверное, вот если ты к чему-то идешь, ты всегда должен понимать, что это поддержка со стороны близких и окружающих. И все то, что ты делаешь, это не зря, хотя бы просто потому, что близкие и друзья всегда рядом и всегда тебе помогут. Вообще, на самом деле, мой самый главный, наверное, совет молодым сердцам, да и вообще людям, это действовать здесь и сейчас. Это помнить, что все проходит очень быстро, пролетает просто мимолетно, и очень важно в этой жизни оставить какой-то след, так, чтобы тебя помнили поколения. Хорошим словом, желательно. Кто рядом с вами стоит? Это Наиль, Расима и Ильдар.
Вы их первый день видите? Я их первый раз вижу вообще. Как так случилось, что вы на одном балконе оказались вместе? Это судьба, да. Судьба так свела наши судьбы, что мы здесь оказались все вот именно в этот момент. Вы первый раз у нас? Нет, уже нет. Сколько лет вы ходите в штаб? С декабря где-то. А как вы узнали о штабе? Как-то меня добавили в чат, с одного чата в другой чат, и их у меня куча-куча. И понеслась, да? Каждые выходные, каждый все. Что для вас штаб? Мне тут очень нравится, если так посчитать, как поют ребята. Дружно все. Общение. И татары. А вы себя относите больше к молодежи или постарше? Конечно, молодежь. Молодежи. Да. Я родился в городе Чимкенте, это Казахстан, но всю свою сознательную жизнь живу в Москве, Московской области. А на данный момент я являюсь преподавателем, я преподаю общие технические дисциплины в колледже, но сейчас, в последнее время, я увлекся нутрициологией, оздоравливаю людей, провожу биорезонансную диагностику. Это очень интересно. Я сейчас свою рекламу раздал здесь. Если кому-то что-то нужно поправить свое здоровье, обращайтесь ко мне. Сначала продиагностировать. А как вас можно найти? Среда, суббота, метро Бауманская, Виктория Плаза, 9 этаж, 910 офис. Скажите, пожалуйста, как давно вы знакомы со штабом? Со штабом, уже, наверное, год, или полгода. Так как я являюсь еще председатель татарской автономии города Ступино. Скажите, пожалуйста, какие напутственные слова вы дадите для молодежи? Вот сезон начался. Вот когда мы первое организовывали мероприятие для татар в городе Кашира и Ступино, прямо у всех слезы на глазах были, когда вот татарские песни все пели. Вот я желаю, чтобы молодежь, которая, скажем так, немножко отдалилась от истоков своих, чтобы она как можно быстрее приблизилась к своим истокам, и вот эти традиции языковые, народные обычаи, чтобы все это внедрялось в нашу жизнь. Ильдар, я знаю, ты фанат штаба. Расскажи, как давно ты сюда ходишь? Я сюда хожу с ноября, с прошлого года, в общем, с осени. Но узнал я впервые о штабе где-то в году 2017-2018. Я думал, что это какая-то закрытая тусовка для избранных. Но оказалось все намного проще, что каждый может прийти сюда, завести полезные знакомства. И вот я с прошлой осени здесь и регулярно стараюсь сюда приходить. Ты здесь знакомился с кем-нибудь? Да, познакомился. Нашел ты здесь друзей, коллег, родственников? Коллег увидел, тоже историков, парней, и знакомых много, друзей, которые сюда тоже ходят. И сюда каждый раз новые люди какие-то приходят. Штаб татар, он обновляется, пополняется. А вы верите, что в штабе можно найти свою жену? Почему бы и нет? И какие вы тогда советы дадите ребятам? Знакомиться, еще раз знакомиться, а там дальше у кого как карта ляжет. Кому-то суждено будет здесь найти свою судьбу, кому-то нет. Вот как твои первые впечатления? Вот ты пришел сюда первый раз, какие впечатления у тебя? Поделись. Шеп, еще раз шеп. Это просто удивительная атмосфера, веет теплом, домом, уютом. Спасибо большое Гульнаре и Рустему Абыю. Все очень организовано, все прекрасно. Ты уже с кем-нибудь здесь познакомился, подходил сам вообще? Конечно, с соседями по столу и не только. Сколько человек было, с кем познакомился? 5 или 6 примерно, пока что. Скажи, пожалуйста, вот здесь, когда приходишь, всегда кормят. Тебя накормили? Да. А чем кормили? Салаты, овощные и не только. Еще? Горячий плов и щей. Какие советы вы дадите ребятам? Знакомиться, быть смелыми. Это очень красиво, когда мужчина проявляет свое такое красивое, благородное мужское. Когда вот он заботится о женщине, старается как-то помочь, проявить свое такое величие, благородство. Вот это очень красиво. Яшьләргә бергә җыелышып, менә бүгенге шикелле бергә җыелышып, сөйләшеп, аралашып яшәргә кирәк. Мин шулай дип уйлыйм. Находили ли вы здесь друзей? Когда вы приходите, что для вас штаб? Штаб – это, во-первых, наше что-то родное, можно сказать, наша родина. Здесь столько людей, которые все жизнерадостные, которые любят свою культуру, свой язык. Они проводники этой культуры в нашем
российском обществе, можно так сказать. Какие напутственные слова ты дашь молодежи? Будьте открыты к миру, к этой жизни, и тогда у вас точно все получится. Верьте в свои силы, в свои возможности. И то, что все происходящее, каждое событие, каждое вообще испытание и трудности всегда будут вам во благо. Hurmatli yoshlar, men endi yosh, siz da yosh, men da yosh. Shunga ko'ra biz на одной волне. Слушайте, ребята, время идет, учитесь, работайте, ставьте амбициозные цели, прыгайте выше головы, и все у вас получится. Что сегодня вообще планируете здесь в штабе делать? Так, ну я только что песни пел под баян, под гармошку. Какую песню? Kaytamele eldermişke, kaytamele şişmege düşemele. Вот и много еще остальных там пел, слова-то, по-моему, Габдельфат Сафин еще пели. Сезон начинается. Все, обещайте мне, что будете ходить сюда. Конечно. Все. Мы записали это, мы это записали. Вы сейчас подписывайтесь на наш канал. Обязательно ставим лайки. Там какой-то есть еще колокольчик. На него тоже нажимаем. И обязательно выкладываем в Инстаграм, в Телеграм. Можете в WhatsApp бабушке отправить. Тоже пусть посмотрят. И обязательно комментируем. Обязательно. Это очень важно. Потому что я люблю комплименты. Вот.